Меня зовут Ахунова Альфинур. Я, скорее всего, наверное, общественник. Являюсь помощником председателя в автономии татар Свердловской области. И в силу определенных обстоятельств я присоединилась к отдельным проектам, и в частности к проекту «Татарская слобода» у нас в Екатеринбурге. Надо сказать, что, конечно, эта тема удивляет не только приезжих, но и горожан нашего города, потому что люди говорят, какая татарская слобода вообще в Екатеринбурге. На самом деле исторически так сложилось, что в самом центре Екатеринбурга, во дворах улиц Московской, проспект Ленина, сохранились старые деревянные дома, полукаменные, есть каменный дом, дома XIX века. И в них, конечно, как я рассказываю на своих авторских экскурсиях, сохранился татарский след. И это касается двух, скажем так, основных домов купцов-миллионеров татарской фамилии Агафуровых, которые связаны с теми же самыми Апанаевыми в Казани, так сложилось, с Галиевыми. Они жили в XIX веке, это купцы, которые в Екатеринбурге на улице Успенской, на нынешней улице Вайнера, открыли первый универсальный торговый дом на Урале. Значит, эти два дома до сих пор существуют, как я говорю, уцелевшие дома. В одном из них на сегодня располагается уже 25 лет постоянное представительство Республики Татарстан. Это основной дом одного из братьев впоследствии Зайниддина Агафурова. И второй дом на сегодня, там располагается филиал нашего Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Клера. Он называется «Музейный клуб купцов, меценатов Агафуровых». В этом доме, этот дом был построен для старшего из братьев Камалетдина Агафурова. И вот такие очень роскошные дома, и внешне, и внутри, несмотря на их какое-то состояние сегодняшнее, но они хранят, конечно, историю. В проект «Татарской слободы», то есть именно этой локации, мы включили еще дома-памятники архитектуры. В частности, это особняк статского советника Миллера, в котором в 20-е годы уже находился татаро-башкирский театр, где находился клуб «Нацмен», который сегодня принадлежит одному из духовенств нашего региона. И в 2019 году была проведена консервация этого здания, потому что здание было совершенно в таком, мягко говоря, разрушенном состоянии, потому что даже не просматривался полный периметр этого здания. Это каменное двухэтажное здание с полукруглым эркером на южной стороне. История его тянется начиналась в 30-х годах 19 века. И на сегодня проведена консервация, как я уже сказала. Вот от этого особняка через нашу татарскую слободу проходит сквер Агафуровых. Вот единственное, можно сказать, такое место в Екатеринбурге, которое носит имя, скажем так, татарской фамилии. Потому что в центральной части, в основной части Екатеринбурга нет ни одной улицы, к сожалению, нет на сегодня памятника, которые бы нас отсылали к татарской истории и так далее. Единственное, что есть у нас татарский переулок, как бы сказать, такой не особо безликий, скажем так. Сквер Агафуровых, и рядом с домами, которые я упоминала, купцов Агафуровых, находится одно тоже из уникальных зданий деревянного зодчества. На сегодня это единое здание крестьянина Панова и купца Лебедева. Здания, к сожалению, на сегодняшний день заброшены, но они принадлежат также областному краеведческому музею. И к 300-летию, скажем так, конечно, какие-то восстановительные работы, какие-то ремонтные работы будут проведены. Я думаю, что в том числе благодаря нашему проекту, мы включили туда не только дома Агафуровых, мы включили туда
особняк Миллера, мы включили туда вот эти дома по Новой Лебедева. Конечно, мы хотим в это пространство не только самих зданий, но и пространство улиц, городской среды вдохнуть жизнь, то есть проводить фестивали, проводить какие-то городские активности с мастер-классами, со всевозможными интересными мероприятиями, приглашать интересных людей. И чтобы это было понятное пространство для жителей именно этой местности, этого квартала, для всех горожан, для гостей нашего города. Почему мы назвали этот проект «Татарской слободой»? Потому что в XIX веке все-таки именно в центре города, вот именно в этом месте, в квартале улиц, только не только то, что охватывает эти 5 домов, но в более расширенном квартале улиц была так называемая, концентрация татар города, горожан. И именно есть подтверждение, потому что когда частично мы смотрим архивы именно по адресам адресно, то на протяжении каких-то, скажем, 50 лет, например, 50, то есть это 19 век, на рубеже 19-20 веков, практически в огромном квартале улиц бывших Студеная, это маршала Жукова сегодня, это Щепановский переулок, это Сака Иванцети, бывшая Усольцевская, это Коковинская, ныне Шейкмана. В огромном квартале этих улиц проживали в большинстве своем татары.